Сегодня не только подводили итоги вековой истории Чувашии, но и строили планы на будущее. Правда, не на 100 лет, а на 5. В рамках Чебоксарского культурного форума в столице прошел Высший экономический совет, на котором обсуждали пошаговый план по выводу региона из кризиса и его развитию. Собрание прошло в Театре оперы и балета. Зал мог бы вместить больше участников, но меры безопасности важнее. С федеральными спикерами общение происходит по видеоконференц-связи. К обсуждению важного документа, по которому будет жить республика в ближайшие годы, подключились специалисты различных областей. Позади детальный анализ, выявлено более 100 локальных проблем в разных отраслях. Чтобы их решить, предложено 1300 проектов. Самым слабым звеном в регионе остаются сельские территории. По словам генерального директора Международного центра развития регионов Игоря Меламеда, в деревнях проблема одна – безденежье и отсутствие инфраструктуры. Поэтому тщательный план развития прописывается по каждому муниципалитету. В лидерах Красночитайский район, где уже есть индивидуальная программа развития. У нас из 10,5 тысяч километров сельских дорог почти 5 не имеют твердого покрытия. В половине муниципальных образований, по крайней мере точно в 16, у нас нет воды. В прошлом году Чувашия вошла в десятку отстающих регионов страны, и программа социально-экономического развития поможет переломить сложившуюся ситуацию. На улучшение качества жизни из разных источников финансирования планируют направить больше 260 миллиардов рублей. Мы все заинтересованы, причем заинтересованы очень глубоко и искренне в том, чтобы реально поменять ситуацию. В Чувашии планируется реализовать 309 инвестиционных проектов, большинство из них в сфере промышленности, строительства и агропромышленного комплекса. Эти меры дадут возможность вернуть в республику порядка 70 тысяч жителей, которые сейчас вынуждены работать за пределами региона. Вероника Павлова, Никита Углев, Вести, Чувашия.